Здравствуйте! С вами Квант и Евангелие. Часто ли ваши молитвы кажутся вам пустыми? Не находите ли вы покоя в своих молитвах? Молитва — это не просто одностороннее прошение. Молитва — это диалог. Сегодня я хотел бы поделиться с вами, как превратить наши молитвы из односторонних просьб в двусторонние беседы. Первый. Задавайте конкретные вопросы и ждите в тишине. Многие молитвы заканчиваются расплывчатыми просьбами. Вместо того, чтобы молиться, помоги мне сегодня, попробуйте задавать конкретные вопросы, к кому мне сегодня обратиться в первую очередь, или следует ли мне решать эту проблему сейчас, или стоит подождать. Чем конкретнее наши вопросы, тем более восприимчивыми становятся наши сердца к голосу Бога. Если вы задали вопрос, пришло время ждать ответа. После молитвы попробуйте посидеть в тишине хотя бы 3 минуты и открыть свое сердце. Мысли, душевный покой или неожиданные впечатления, которые приходят в голову в это время, могут быть ответом Святого Духа. Вначале вы можете сомневаться, ваши ли это мысли или голос Бога, но с повторяющимися маленькими актами послушания вы постепенно начнете понимать Его слова. Так и спокойно уделяйте Святому Духу не менее 5 минут в день. Святой Дух не говорит с нами беспорядочно посреди суеты повседневной жизни. Его голос мягкий и нежный, как это сердце, услышанное в тишине. Даже если вы заняты, постарайтесь найти немного тихого времени, хотя бы 5 минут в день, чтобы сосредоточиться исключительно на Боге. Когда мы отпускаем наши сложные мысли и пребываем перед Ним, наша духовная чувствительность, измученное сердце исцеляется. Это короткое, но драгоценное время становится прочной основой для близкого общения со Святым Духом. 3. Немедленно подчиняйтесь даже малейшему побуждению и кайтесь, когда вам указывают на ваши грехи. Святой Дух говорит с нами через маленькие, едва уловимые побуждения в нашей повседневной жизни. Желание сказать кому-то теплое слово, не откладывать на потом то, что нужно сделать. Все это может быть Его руководством. Когда мы немедленно подчиняемся этим маленьким побуждениям, мы делаем шаг к большей вере. Кроме того, бывают моменты, когда Святой Дух указывает нам на грех, который есть в нас. Не избегайте этого, немедленно кайтесь. Покаяние — это любовь Бога, которая не разрушает нас, а возрождает. Когда мы решаем проблему греха, голос Святого Духа будет слышен более отчетливо. Глубокое общение со Святым Духом — это не привилегия для избранных, а благодать, дарованная всем, кто верит в Иисуса Христа. Начиная с сегодняшнего дня, выбирайте жизнь, наполненную конкретными вопросами, тишиной, послушанием и покаянием. Святой Дух никогда не безмолвствует.